Она зовет к себе всех. Много народу. Дорогие друзья, сегодня мы отмечаем столетие Валентины Александровны Витязевой и неоднократно, дорогие друзья, я хочу, чтобы все слышали. Дорогие друзья, сегодня мы отмечаем столетие Валентины Александровны Витязевой, и в течение дня неоднократно эта цифра 100 лет будет звучать. Вот казалось, только Валентина Александровна была с нами, а оказывается, уже прошло 9 лет. В этом году исполняется ровно 50 лет моего знакомства с Валентиной Александровной Витязевой. Я ее узнала, будучи совсем, как говорится, зеленой девочкой. И вот благодаря Валентине Александровне я оказалась в Сыктывкарском университете, участвовала в создании этого университета в составе ректорской группы. Валентина Александровна давала отзывы и на мою кандидатскую, и на мою докторскую диссертацию. И вообще она была очень строгим, требовательным учителем с большой буквы. Она не спускала каких-то небрежностей в жизни по отношению к людям, по отношению к университету. Но не спускала, но это не значит, что она расставалась с теми людьми, которые по какой-то причине не понимали значение Сыктывкарского государственного университета. Она умела с каждым найти общий язык. Она умела с каждым поговорить по душам так, чтобы этот человек стал своим в нашем университете и постоянно поддерживал имидж нашего университета и делал все для того, чтобы он был лучше, краше, сильнее и значимее. Валентина Александровна родилась в глухой деревне Сибирь. Мы 5 лет тому назад со студентами университета были в экспедиции по биографическому маршруту Витязевой, и, к сожалению, на месте этой деревни обнаружили деревья, уже довольно высокие. Село Тотма, где Валентина Александровна училась в начальной школе, а зимой она добиралась на лыжах, летом пешком 3 километра, сохранила всего лишь 2 дома. Конечно, школы там уже нет. Но неполную среднюю школу Валентина Александровна окончила в Яринске. Тогда это был город, сегодня это село Архангельской области. И несмотря на то, что она была из большой крестьянской семьи, кроме Валентины Александровны, она была старшей, воспитывались еще 3 дочери и сын Владимир, к сожалению, он погиб во время Великой Отечественной войны. Эта семья сделала все для того, чтобы каждый получил высшее образование. К сожалению, мама Валентины Александровны ушла из жизни в 1940 году. И вся тяжесть на плечи легла и на отца, и прежде всего на Валентину Александровну, которая постоянно опекала своих младших сестер. Многих из них мы с вами знаем. Это Антонина Александровна, Таисия Александровна, Нина Александровна жила в Апатитах, но тоже сюда часто приезжала. Вот эта семья Протопоповых, девичья фамилия Валентина Александровна была Протопоповой, это пример того периода советского, когда человек на пустом месте мог зайти на пьедестал, на вершину этого пьедестала. И Валентина Александровна, она училась отлично, она всегда была отличницей. Ее семья отправила на учебу в Ленинград, в топографический техникум, она там тоже была активисткой и отличницей. Затем ее направили для обучения в Москву, Московский институт инженеров картографии, рафтосъемки. И какое-то третье слово там еще есть, инженеров картографии, фотосъемки и геодезии. Молодцы, уже знаете биографию Валентины Александровны. И, к сожалению, как говорила Валентина Александровна, война спутала план. Она не смогла окончить этот университет
А нам-то как институт, а нам-то как повезло. Отец Валентины Александровны тогда жил в Солевычегодске, и она села в поезд, чтобы приехать к нему в гости. И познакомилась со своим будущим мужем Андреем Григорьевичем Назаркиным. И мы впервые здесь в экспозиции показываем фотографию Андрея Григорьевича Назаркина как мужа Валентины Александровны, фотографии их общего сына в младенчестве еще Андрея. В будущем Андрей стал доктором наук, профессором, работал в Москве в Институте физики Земли, не так давно он ушел из жизни, и буквально за несколько месяцев до его кончины мне с ним посчастливилось в московской его квартире встретиться. Валентина Александровна рассталась с Назаркиным в 1945 году, и затем встретила еще одного замечательного человека, Василия Архиповича Витязева. Именно он дал ей свою фамилию. И Василий Архипович опекал Валентину Александровну, помогал расти ей творчески. При нем она защитила и докторскую диссертацию. Василий Архипович тоже был человеком известным в нашей республике. Он занимал должность министра социального, а вот слово обеспечение или обеспечение я все время путаю, как правильно говорить? Обеспечение. Министром социального обеспечения. Василий Архипович очень беспокоился за Валентину Александровну, и когда она ему сообщила о том, что пригласили ее быть ректором университета, он сказал: ну, ты когда дома перестанешь бывать, тебе это тяжело, зачем тебе это нужно? Но потом сказал: ну, если ты примешь это решение, я сделаю все для того, чтобы тебе было дома комфортно. В этом браке у них родился сын Дима, и сейчас здесь присутствует сын Димы и внук Валентины Александровны Антон. Антон, пожалуйста, сюда. Который окончил наш университет с отличием, и он у нас открывал памятный бюст Валентины Александровны в 2014 году, мы говорим, Господь кормили, в 2017 году. И очень хорошо, что семья Валентины Александровны чтит память своей бабушки. К сожалению, Дмитрия Васильевича уже тоже нет с нами. И поэтому вот здесь как раз представлена домашняя фотография Валентины Александровны, которую мы тоже впервые показываем нашему посетителю. А слово для открытия выставки позвольте предоставить Ольге Александровне Сотниковой, она у нас исполняющая обязанности ректора. Спасибо. Уважаемые гости, дорогие коллеги, мы очень готовились к этому мероприятию. Как хорошо, что есть люди, которые знали Валентину Александровну. И есть публикации, вот эти, те, которые не были с ней лично знакомы, могут познакомиться с книгами, посвященными биографии Валентины Александровны, воспоминаниям людей о ее работе, личности. Сегодня все это на выставке представлено. Мы благодарим родственников, которые тоже принесли несколько экспонатов из своих личных архивов. В общем-то, для того, чтобы понять, какой это был человек, мы понимаем, что сделано великое дело, открыт хороший университет, созданы традиции, дан старт развитию. И это вот, я еще раз повторю, это же сделано было с нуля. Наша задача развить те идеи, которые были, мы далеко еще не все идеи заложены. Я вот недавно узнала, что, оказывается, медицинское образование тоже было в идее Валентины Александровны. И даже вот этот корпус первоначально планировался как для подготовки медиков. Вот видите, мы реализовываем еще и эти идеи. Еще много что надо посмотреть, потому что такой человек, конечно, талантливый, смотрел далеко вперед, и реализовать с учетом той современности, которая есть, это наша задача.
Я желаю просмотра этой нашей выставки, проникнуться через эти экспонаты той состоянием души человека, который создал наш университет. Расскажите. Дорогие друзья, на втором этаже мы сейчас вам покажем премьеру фильма о Валентине Александровне. И там целых 45 минут выделено для приветствия. Поэтому или хотите приветствуйте кто-то здесь, но лучше всего там, когда там будет микрофон и когда все будут сидеть комфортно. А сейчас, пожалуйста, пройдитесь по этой выставке. Знакомьтесь. Здесь все биографии Валентины. А вот здесь ближе.